Все самое важное и интересное за эту неделю. Предупрежден, значит вооружен. Ухтинцев предупреждают о возможном паводке. Готовимся, но с оглядкой на корону. В администрации обсудили майские праздники. Кадетская честь. В Ухте прошло торжественное закрытие республиканского фестиваля. Сила и выносливость. Ухтинский подросток взял серебро первенства России по киокушинкай. И философия в танце. Ухтинская балетная школа стала лучшей на конкурсе в Москве. Подробности прямо сейчас. Управление по делам ГО-ЧС начало активную подготовку к паводку. Она включила в себя и профилактические рейды. Их основная задача – предупредить всех владельцев домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, о том, что их имущество, возможно, окажется под угрозой. И как вести себя в этом случае. Всего паводок грозит 58 домовладениям, которые находятся на берегу реки в рабочем поселке, а также в низине рядом с парком Кио на улице Почтовой. Не во всех домах люди проживают постоянно, но все хозяева жилья должны быть предупреждены. Оповещаем о том, что раздаем памятки, как себя вести, то есть не все это понимают. Спрашиваем телефоны для информирования людей, то есть для оперативной связи, что человеку сейчас, возможно, не нужна эвакуация, а через час вода прибыла, и ему нужна будет эвакуация, чтобы с ним и он мог оперативно связаться. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, Управление по делам ГО-ЧС старается максимально обезопасить население. Прошлый год с небывалым паводком дал определенный опыт. Напомним, в 2020-м половодье превысило показатели с 1935 года. По прогнозам, Ухта должна была подняться на максимальную отметку 640 сантиметров. В итоге преодолела 7 метров. Затопила парк, Кио, спорткомплекс «Нефтяник», Ледовый дворец. Люди из подтопленных домов на Заречной были эвакуированы в гостиницу «Тиман». В этом году пунктом эвакуации останется вышеназванная гостиница, а также общежитие ДСААФ. Но пока же все надеются, что прошлогоднего сценария не повторится. Снегозапасы в этот раз не превышают нормы, находятся на отметке 80% от максимума. Но коррективы может внести погода. Резкое таяние снега, ледоход на более крупных реках, а также обильные осадки. В администрации Ухты прошло заседание, на котором обсудили организацию празднования Дня Победы. В прошлый юбилейный год все массовые мероприятия к 9 мая были отменены. Что же будет в этот раз, пока неизвестно. И все из-за эпидобстановки. Напомним, пока в Коми не все так радужно. Режим повышенной готовности продлен до 30 апреля. В Сыктывкаре же на заседании оргкомитета ко Дню Победы еще в марте было принято такое решение. Все органы местного самоуправления готовятся в штатном режиме ранее, как в 2019 году, исключаем период 2020, когда была пандемия, соответственно, мы не смогли провести мероприятия. В мае будут сняты ограничительные мероприятия, и мы сможем провести все мероприятия, которые у нас сегодня проектом постановления закреплены на территории городского округа Ухта в очном режиме, не в дистанционном. Даже если запрет на массовые мероприятия не будет снят, подготовка к дате все равно проходит. Так, Совет ветеранов отчитался о том, что в течение года проводились ремонтные работы в 50 квартирах ветеранов. Соцотдел сообщил о том, что в этом году также продолжится и акция «Поздравь ветерана». В список этой акции входят участники войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. Это порядка 400 человек. Участникам войны в этом году из бюджета будет перечислено в виде, будем так говорить, на подарок, который мы раньше делали из марафона, по 3000 рублей, а всем остальным категориям, которые я перечислила, по 1000 рублей. Когда мы определялись с подарками из средств марафона, это были, как правило, праздничные продуктовые наборы, примерно на такую сумму и выходили. Но тогда мы не делили категории, у нас были подарки для всех одинаковые. Также на заседании обсудили вопрос облагораживания могил погибших ветеранов. Эта работа шла в прошлом году, будет продолжена в этом при помощи волонтеров. Кроме того, в администрации отметили, что на 1 мая всех горожан, возможно, пригласят на общегородской субботник.
В городском дворце культуры прошло торжественное закрытие фестиваля «Кадетская честь». На мероприятие, которое проходит в формате конкурса по различным направлениям, начиная от физподготовки и заканчивая интеллектуальными играми, ежегодно, вот уже 4-й раз, съезжаются кадеты со всей Коми. В этом году было 8 команд, и не только из ближайших муниципалитетов, но и из довольно отдаленных районов, например, Усинска. Актуальности фестиваль не теряет, скорее напротив. Ежегодно организаторы готовят для участников что-то новенькое. В этом году мы добавили туристические эстафеты. Вот шикарно было. Дети просто довольны, рады. Вот. С каждым годом мы добавляем эстафеты, и каждый год детям нравится. Они устают, мы боялись, что с ними делать после того, как все закончится. Они устают, приходят домой и отдыхают. Всего участниками стали 48 ребят. Помимо турполосы, соревнования включили в себя смотры строя и песни, лазертаг, интерактивный тир, интеллектуальную игру «Кадетские баталии». На закрытии были озвучены итоги всех конкурсных состязаний. 3-е место заняла команда из Усинска. 2-ми стали ребята из Сосногорска. Пальма первенства и переходящий кубок победителя вновь достались хозяевам мероприятия – кадетам из Ухтинской школы номер 18. Фестиваль организаторы планируют проводить и дальше. В следующем году он, единственный в своем роде по всему региону, отметит свой первый юбилей. Ребята из Федерации каратэ Киокушинкай в Ухте со своим тренером совсем недавно вернулись со всероссийских соревнований. Команда из Ухты в числе 4 спортсменов стала единственной, кто представил регион на чемпионате и первенстве России по каратэ Киокушинкай. И вернулись ухтинцы не с пустыми руками. Мы завоевали серебро. Это 2-е место в категории 12-13 лет среди мальчиков, юношей. Вот. Результат на самом деле нас очень сильно порадовал. Как оказалось, подопечный Александры Михайловой стал первым спортсменом в Коми, вернувшимся с первенства России с призовым местом. Этим видом единоборств, который отличается сильными нагрузками на корпус, одаренный юноша занимается большую часть своей жизни. Отмечают, что Киокушинкай развивает не только силу, но и нравственные качества. Поэтому, как истинный воин, о своих противниках юноша говорит исключительно в уважительном тоне. Безусловно, были сложные противники. Провел 5 боев, из них 4 выиграл и в финале проиграл. Не хватило выносливости. Буду работать дальше, чтобы улучшить. Роман получил на этих соревнованиях 1-й спортивный разряд, а также место в резерве сборной России по каратэ Киокушинкай. Теперь юноша, как и его товарищи по спорту, готовится к турниру «Великая Победа», который пройдет в Сыктывкаре. В следующем году их тренер Александра Михайлова планирует отправиться с подопечными еще на 2 международных турнира. Балетная школа 32 ФЭТ совсем недавно вернулась из столицы нашей Родины с Кубком победителя. Юные танцоры во главе со своими наставниками покорили жюри конкурса «Танцемания», который поддерживает Международный совет по танцу ЮНЕСКО. Участниками стали 4000 танцоров из 5 стран, 250 танцевальных коллективов. Сначала мы проходили отборочный тур, осматривали все номера, у нас онлайн был отборочный тур. Мы победили, заняли там 2-е место. И нас пригласили на финал уже в Лужники. Мы выступали в Лужниках в Государственном концертном зале «Россия». И в финале заняли 1-е место по современной хореографии. 21 юная балерина из Ухты выступили в возрастной категории 10-12 лет. Боролись за приз еще с 18 ансамблями. Стать лучшими среди всех им помогла постоянная работа. Занятия проходят 6 раз в неделю по 2 часа. Руководитель балетной школы отмечает, тренировки порой проходили и со слезами, но они дали свои плоды. Номер «Древо жизни» оказался не только выверенным с хореографической точки зрения, но и нес определенный философский смысл. Даже один из членов жюри отметил, что на подготовку к выступлению, видимо, потрудилось 2 мозга, сумевшие объединить воедино и хореографию, и смысл. Очень сложно нам, конечно, давался наш танец, наше рождение древа жизни. Очень долго мы его пытались как-то родить, но наконец-то у нас это получилось. Номер мы, кстати, собрали, наверное, за 3 месяца.
И вот 3 месяца мы его собрали, отправили на онлайн-конкурс, хотели просто получить, наверное, какую-то критику, чтобы на этом номере вырасти. Но красивый танец дал не только опыт, но и сладкий вкус победы. Благодаря хорошему выступлению на конкурсе наши балерины попали и в программу гала-концерта конкурса. Но расслабляться представительницам этого сложного, но такого красивого искусства некогда. Сразу по возвращению из Москвы они снова приступили к тренировкам. Впереди конкурсы в Усинске и родной Ухте. В детском парке с успехом прошел первый муниципальный фестиваль снежных фигур. Автором этой замечательной идеи стал Сергей Брусенский, которого с этим парком связывает проект «Лесная сказка». Но не только на деревянных фигурах решил останавливаться активный ухтинец. Пригласил весь город поучаствовать в создании еще одной сказки – уже из снега. Фестиваль решили сделать исключительно народным проектом, не используя бюджетных средств, силами неравнодушных, коих оказалось очень немало. Хотя, как отмечают организаторы, в подготовке были трудности. Например, не просто было подготовить документацию. Также, напомним, фестиваль пришлось перенести с марта на апрель ввиду низких температур. При подготовке и подаче заявок переживали и сами потенциальные участники. Я с многими беседовал, многие очень боялись принять участие. Мы не скульпторы. Я говорю, данный фестиваль как раз идея фестиваля, здесь не участвуют специалисты какие-либо. Здесь не нужны творческие навыки. Здесь приходите, гуляете, отдыхаете на свежем воздухе, на солнце и проводите время с семьей, с друзьями, с компанией. И за это еще и получаете какой-либо приз. И идею Сергею Брусенскому, разумеется, в компании единомышленников, меценатов и друзей удалось воплотить на ура. Погода благоволила, ухтинцы с радостью взялись за дело еще в пятницу. За 3 конкурсных дня в парке появились невиданные зверушки и герои известных мультфильмов, фантазийные снежные скульптуры, композиции с национальным колоритом. Всего было 6 номинаций. Кто-то решил выбрать соратники по снежному строительству домочадцев. Например, семейный подряд команды «Брови и щечки» остановил муки творческого выбора на абстрактной идее. Вот оно, современное искусство. Фантазия на тему решето. Делали, так же, как и все, в принципе, 3 дня. Начали в пятницу с вечера и вот сегодня пытаемся завершить. Получился, то есть, когда номинации смотрели, как-то пришло в голову решето. Но, с другой стороны, хотелось сделать что-то беспредметное такое, то есть и быстро. Оказалось долго. Кто-то собрал в компанию друзей и товарищей. Чтобы обогатить свой досуг творческой деятельностью, команда «Ретро Нова» решила обратиться к национальным северным мотивам. Вы выглядите гораздо лучше. 18+ «Ретро Нова». Что вы сегодня нам представляете? Какую композицию? У нас чум, собаки, олень и 3 замечательных дамы. То есть называется все это вместе называется «Тундраса асыв» или «Утро тундры». Были тут и медведи, притаившиеся за деревом, и снеговики, буквально перевернувшие все с ног на голову. А еще в парке был смех, танцы, песни, ну и, конечно же, призы и поздравления. Надеемся, сказка придет сюда в гости еще не раз, а фестиваль станет доброй весенней традицией. До какой даты будет длиться декларационная кампания и кому нужно подать декларацию? 1 января по 30 апреля 2021 года налоговая служба проводит декларационную кампанию. В этот период налогоплательщики обязаны задекларировать свои доходы, полученные в 2020 году путем подачи декларации 3 НДФЛ. Я хочу обратить внимание плательщиков на то, что если налогоплательщики хотят воспользоваться налоговым вычетом и получить возврат в размере 13% НДФЛ, они могут подать декларацию в любое время в течение всего года. Кто же обязан задекларировать свои доходы? Это обязаны сделать те налогоплательщики, которые в 2020 году получили доход, предположим, от продажи недвижимости. Например, они продали землю или квартиру и получили доход. Если был получен доход от продажи недвижимости, например, квартиры или земельного участка, которые находились в собственности менее минимального срока владения или реализовали свои имущественные права.
Также это должны сделать те, кто получил в дар недвижимость или транспортные средства, акции, доли, паи от физических лиц, не являющихся ближайшими родственниками. Кроме того, если получено вознаграждение от физических лиц или от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основании заключенных договоров или договоров гражданско-правового характера, если вы получили выигрыш от организаторов или операторов лотерей, а также от организаторов азартных игр в сумме до 15 тысяч рублей. Но если вы получили доход от источников, которые расположены за пределами Российской Федерации, вам также необходимо продекларироваться. Также необходимо представить декларацию в том случае, если налоговым агентом не был удержан с вас НДФЛ при получении дохода в 2020 году, и при этом налоговый агент не уведомил налоговую инспекцию об этом. Если же налоговый агент уведомил инспекцию о неудержанном НДФЛ, в этом случае инспекция направляет уведомление плательщику о необходимости уплатить НДФЛ по сроку не позднее 1 декабря 2021 года. Таким образом, продекларироваться вам необходимо по сроку не позднее 30 апреля 2021 года, а срок уплаты налога по декларации не позднее 15 июля 2021 года. Я хочу также напомнить и о том, что в случае, если декларация будет подана позже установленного законодательством срока, в этом случае возникает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности, то есть к взысканию штрафов. Если налогоплательщик не представит декларацию, в этом случае налоговая инспекция может самостоятельно начислить налог в размере 13% от полученных доходов. Это уже будет на основании сведений, которые представят регистрирующие органы. При этом хочу отметить, что налоговая инспекция не будет учитывать расходы, которые понесет налогоплательщик. Поэтому рекомендую всем, кто в 2020 году продал или получил в дар недвижимость, продал акции, получил выигрыш от лотереи, кто сдавал в аренду имущество или получал какие-то иные доходы, задекларировать их в установленные законодательством сроки.